Стало известно, что Коммунистическая партия Китая разработала новый план по расширению сетей 5G в Восточном Туркестане. Согласно информации про китайской газеты «Синьцзянь», Управление информации и связи объявило, что расширит строительство сети 5G на основе UGG и обеспечит покрытие всех городов Восточного Туркестана к концу 2021 года. Проект, на который в 2019 году было выделено 126 миллионов юаней, включает 518 демонстрационных и коммерческо-испытательных станций. В регионе интенсивно ведутся работы по подготовке и презентации соответствующей инфраструктуры. Наблюдатели отметили, что это еще больше укрепит систему полицейского государства, основанную на тотальном контроле, главной целью которого является уничтожение уйгуров и других тюрков. По сообщениям китайских СМИ, от 8 апреля в городе Шаяр провинции Аксу были обнаружены залежи нефти с запасом в 228 миллионов тонн. Согласно отчету китайских властей, это крупнейший резерв энергоресурсов Тарымского бассейна. Объем ежедневной добычи нефти и газа в этом участке в несколько раз превышает объем добычи в других месторождениях. Данный участок стал крупнейшим донором китайского проекта по вывозу газа во внутренние провинции. По словам специалистов, главной целью Коммунистической партии, которая проводит в Восточном Туркестане политику подавления, репрессий и геноцида, является грабеж природных богатств региона. Правительство Японии выделит 2 миллиарда 200 миллионов долларов для поддержки компаний, покинувших китайский рынок. В условиях карантина Япония утвердила государственный бюджет в размере 992 миллиардов долларов, часть которого предназначена для компаний, желающих уйти из Китая. По сообщениям Bloomberg, 2 миллиарда долларов будут субсидированы компаниям, которые намерены перевести производство в Японию, и 200 миллионов долларов для тех, кто желает продолжить работу в других странах. В связи с эпидемией коронавируса, китайский импорт, составляющий огромную долю японской экономики, сократился в 2 раза. Также из-за эпидемии был отменен официальный визит в Японию руководителя Коммунистической партии Китая Си Цзиньпиня. Кроме этого, представители Японии обвинили Китай в халатном отношении к борьбе с эпидемией. Общее количество случаев COVID-19 в США превысило 500 тысяч, а число погибших за последние сутки увеличилось на 708, достигнув 20 455 человек. Количество случаев и летальных исходов в США растет с каждым днем. Число инфицированных по всему миру составило 1 миллион 549 тысяч. Жертвами вируса стало 108 333 человека. На долю Италии выпало 19 468 жертв. По количеству случаев и смертей Испания находится на 3-м месте после США и Италии. В пятницу вечером произошло извержение вулкана Анак-Кракатау, который расположен на западе Индонезии. Столбы из дыма и золы достигали высоты в 500 метров. Это стало крупнейшим извержением по сравнению с 2018 годом. До утра 11 апреля в регионе был объявлен 2-й уровень тревоги. Центр вулканологии и уменьшения масштабов стихийных бедствий сообщил, что извержение было огромной силой, во время которого наблюдался выброс лавы. Власти сообщили, что жертв и разрушений нет. Извержение Анак-Кракатау в 2018 году вызвало цунами, которое унесло жизни 430 человек, проживавших на островах Ява и Суматра.